Это «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Якутия вперед! Именно эти слова вдохновляют многих якутян на позитивные изменения. И символично, что они стали девизом и названием нового республиканского кадрового конкурса. Он становится трамплином для многих управленцев республики и дает уникальную возможность вырасти профессионально. Победители конкурса войдут в резерв управленческих кадров Якутии. У нас в студии финалист кадрового конкурса «Якутия вперед» Александр Тертыченко, заместитель генерального директора по производству «Аэропорт Якутск». Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, почему вы решили принять участие в конкурсе? Этот конкурс мне интересен как развитие череды форматов, как раз вот конкурсов, направленных на формирование управленческого резерва. Я долгое время смотрел, как развивалась игра «Министр», как она проходила, как она преобразовалась в конкурс «Таланты Якутии». И вот теперь это третья стадия развития, наверное, этого конкурса. Я в нем никогда не участвовал, всегда наблюдал со стороны, и в этом году, когда мне предложили в нем принять участие, я, конечно, с охотой откликнулся, потому что мне этот конкурс, в принципе, интересен как некая проверка гипотез, как правильно формировать управленческий резерв региона. Но сейчас вы финалист. Оправдались ли ожидания от участия в конкурсе? Ну, самое интересное, как я считаю, еще все-таки впереди у нас будет точный финал в течение 3 дней. В селе Чапаево он будет проходить, как, собственно, и игра «Министр» всегда проходила по такому же примерно формату. И я не скажу, что у меня есть от этого конкурса какие-то ожидания. Это не какой-то продукт, который я там беру с полки и вот ожидаю от него результата. Здесь скорее не что Родина может тебе дать, да, а что ты можешь дать ей. Здесь как раз, мне кажется, у каждого из нас появляется возможность показать, а чем ты можешь оправдать ожидания региона. А чем участие в конкурсе может помочь вам в дальнейшем? Вот вы сказали, что у вас были некоторые гипотезы, и вам было интересно посмотреть, оправдают ли они себя на практике. Опять же, мне кажется, что самое важное в этом конкурсе – это увидеть себя, во-первых, в игровой ситуации, в работе в команде, в решении тех задач, которые будут поставлены. Потому что самое важное – это понимать, кто ты, понимать себя, знать свои сильные и слабые стороны. И как раз вот понимание, кто ты, в чем твоя сильная сторона, в чем ты не дорабатываешь, помогает тебе и команду правильно сформировать, потому что невозможно быть хорошим во всем, и показать руководству республики, что вот я такой инструмент, я хорошо умею вот это, меня неплохо дополнили бы коллеги вот с такими-то компетенциями, и мы можем создать команду, способную помочь развиваться нашему региону. Давайте поговорим с вами о вашей работе. Что вас вдохновляет и мотивирует? Работа у меня очень интересная, потому что вот мы недавно как-то даже сели с командой и попробовали посчитать, сколько в аэропорту одновременно действует бизнес-моделей. Мы насчитали больше 10, потому что аэропорт это и арендный бизнес, это и рекламный бизнес, это и, само собой, оказание авиационных услуг, то есть то, что происходит на перроне для авиакомпаний. Это у нас еще это и ресторан, и гостиница, и различные форматы общественного питания, и парковка, и целый ряд бизнесов, которые, в принципе, обычно в одном месте никогда не встречаются. Они, пожалуй, встречаются только в аэропорту. И, соответственно, очень много задач, они все разные, они все очень интересные. И при их решении ты можешь использовать те или иные подходы, которые где-то прочитал, где-то научился. Может быть, даже не у каждого есть возможность вот так ежедневно обогащать свою профессиональную управленческую жизнь, как работая в аэропорту. Скажите, а вы собираетесь применять свои полученные знания и умения в рамках конкурса в решении проблем, с которыми сталкивается наша республика? Да, хотелось бы, конечно. Разумеется, то, чему мы научимся, то, что мы узнаем, и, мне кажется, главное то, что мы перезнакомимся между собой, узнаем не только себя лучше, но и других, тех, с кем мы живем и планируем, продолжаем планировать жить в этой республике. Вот это поможет нам
в будущем, создав определенный творческий коллектив или управленческую команду, как раз работать на благо республики. Александр Александрович, ну вот исходя из нашей беседы, складывается такой вывод основной, что не то, что мне готовы дать, а чем я готов поделиться. Возможно, вы сами готовы кого-то чему-то научить в рамках конкурса, например, участников с других предприятий? Ну, почему бы и нет? Мы на предприятии уже второй год участвуем в федеральном проекте повышения производительности труда и поддержка занятости. У нас есть пул внутренних тренеров, мы обучаем коллектив бережливому производству. Я являюсь одним из таких внутренних тренеров, мне нравится преподавать, мне нравится вот именно сама андрогогика, когда ты обучаешь взрослых людей, они учатся совершенно иначе, нежели дети, у них другой подход, другая мотивация. В принципе, я не исключаю того, что кто-то может чему-то у меня научиться, но я почти уверен, что и я тоже чему-то у коллег и участников конкурса научусь. А вот какие инновационные подходы и стратегии вы считаете, возможно, наиболее эффективными для развития современных организаций? Ну, так вот, если посмотреть, да, человеческая организация – это конструкт, который существует тысячелетия. И особо инновационных подходов мы там сейчас не видим, мы видим развитие достаточно традиционных подходов, основы которых были заложены ранее. Сейчас, ну, как мне кажется, время больше обращать внимание на эмоциональный интеллект, на работу с командой и на выдачу каждому из членов команды позитивной подкрепляющей обратной связи. Это основное. А второе, мне кажется, вот теория ограничений Уильяма Детмера, написанная на базе работ Ильяху Голдрата, она предписывает не распыляться, а фокусироваться только на главном ограничении всей системы. Не сказать, что это прям такой свежий подход, это порядка, наверное, 50 лет ему, но тем не менее из него сейчас растут новые интересные формы, такие как трекинг, когда действительно команда определяет основное ограничение системы и неделю, это скорее всего взято из Scrum или из Agile, неделю делает задачи именно посвященные снятию этого основного ограничения. То есть не распыляемся ни на что, делим задачу на недельные спринты и в конце недели рассказываем, что получилось, что нет. Ну, вот это, наверное, сейчас такой наиболее инновационный подход, он называется трекинг. Но, как я уже говорил, он все-таки базируется на более старых, более таких уже проверенных временем подходах, таких как теория ограничений. Но это коллективом условно из 10 человек управлять и организовать его гораздо проще, чем коллектив из 100 человек. Вот какой подход нужно использовать здесь? Особенно в условиях того, что вы работаете в таком предприятии, как аэропорт Якутск. Ну, мы же помним, как строились египетские пирамиды. Да? Были десятники, были сотники. Понятно, что основной управляющий всей стройкой, он с каждым каменотесом не общался. Понятно, что это разделение на подкоманды, на внутренние сектора, у каждого своя задача. В общем, здесь тоже человечество уже решало такую задачу. Да, сейчас нам на помощь приходят современные средства связи, средства организовывать людей, в принципе, территориально распределенных по всей планете. Я недавно смотрел вебинар, там учили управлять дискуссией из 30 человек. Я сначала не понял, как они вообще хотят ими управлять, а потом выяснилось, что это дискуссия как раз по Zoom, ну, по вот такому средству, там прямо вот выбирали основного, а потом часть из них гасила экраны, но слушала, потом она высказывалась. То есть, да, вот те новые средства, которые появляются, они требуют новых подходов, но в принципе базово все это человечество уже делает давно. А вот если говорить о распылении сотрудника на различные направления деятельности, сейчас в последние годы приобретает популярность такая тактика, когда из специалиста хотят вырастить универсала, чтобы он умел сделать что-то здесь, что-то там. Но разве это удачная практика? Это же будет везде по верхам. Ну, согласен с вами, здесь нужен, конечно же, баланс. Но вообще это тоже не такой уж новый подход. Это же принцип японского пожизненного найма. То есть ты приходишь в компанию на всю жизнь, но сегодня компания решает, чем ты будешь заниматься.
Нет четко определенной должностной инструкции. Там я только сверлильщик и все, и отойдите от меня. Менеджер говорит, сегодня у нас перебалансировка, нам не хватает, ну, допустим, фрезеровщиков. Ты идешь фрезеровать. Ты не можешь сказать, у меня должностной инструкции, этого нет. Как раз таки вот один из подходов бережливого производства – это перебалансировка. Когда все умеют все, но в конкретный момент времени мы можем перегруппироваться гибко и навалиться на как раз вот какой-то проседающий участок. Но не так, что там фрезеровщики умирают, а сверлильщики сидят на диване и никак им не помогают, и вообще в жизни производства не участвуют, потому что у них нет работы. Но здесь в рамках бережливого производства надо и настроить свое мышление не только среди руководства, но и среди специалистов. Это да, поэтому мы вот в аэропорту Якутск, как внутренние тренеры, в том числе развиваем и эту культуру. Культуру бережливого производства, культуру общей ответственности за результат, культуру понимания, что менеджеру сейчас виднее, какой участок проседает, и он может тебя туда переставить, в этом нет ничего плохого. Скажите, а вот в ближайшее время какие у вас планы на будущее? И, возможно, вы с нами поделитесь вашей главной целью? Ну, главная цель какая? Войти в Царствие Небесное и обрести жизнь вечную. Это понятно, но пригодится здесь и сейчас своему региону, своему предприятию, своей стране, когда происходит, ну, в условиях противостояния Западу слом целого управленческого слоя, кто-то вообще покидает страну или сидит пока затаившись, ожидая, может быть, победы враждебных нам сил, формируются новые отрасли, новые предприятия. Сейчас будет очень много работы как раз для управленцев, именно для тех управленцев, кто связывает свое будущее с этой страной. Поэтому основная цель остаться здесь, работать здесь и приносить пользу этой стране. Я благодарю вас, Александр Александрович, за беседу. Получилось весьма оригинально, потому что редко встретишь такого человека, который действительно болеет за свое производство. Спасибо, что нашли для нас время и ответили на волнующие вопросы. Спасибо вам. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.